Я всех приветствую на канале «Дача. Мое хобби». Это город Братск, Иркутская область. Мы сегодня с вами поговорим о розах. Розы в Сибири. Вот такая площадь у меня треугольничком. Это мой розарий. Розы я выращиваю уже больше 5 лет. Розы выращиваю в открытом грунте. И не каждый год получается удачная перезимовка. И вы знаете, есть розы, которые зимуют. Две розы у меня канадки. Вот она, кстати, одна. И вот там я потом к ней подойду. Вторая. Они зимуют, конечно, каждый год. И если мы хотим, например, я уже думаю, что побольше канадок надо взять. Уж просто практика показала, что они хорошо зимуют. Можно их посадить, и у вас будет хороший розарий, красивый. Ну, хочется, конечно, роз и чайно-гибридных, и флорибунду, и шрабы. Плетистые как-то нет, здесь это точно нам не подходит, потому что, я думаю, что они совсем не выживут. Или их надо каждый раз как-то очень хорошо укрывать. И моя особенность в том, что я не укрываю розы. Я их, начиная с августа месяца, подкармливаю калийно-фосфорными удобрениями. У меня земля здесь, посажены они просто в землю, как обычная посадка, немножко перегноя, какого-то комплексного удобрения и все. И сверху засыпано корой. Я делала эксперименты в процессе выращивания роз. Засыпала вот эту держатель корой, плохо перезимовали. Засыпала перегноем, средне перезимовали. Там, как сказать, были большие выпады, но что-то оставалось. В эту осень я ничем не засыпала. Посмотрела, что как бы так вот, если, конечно, где-то, например, открыты шейки, то я не могла немножко подгрести с ним. Но оставила вот прямо как есть. Вот так же с держателями. Иногда я убираю держатели, иногда оставляю. По-разному. В этом году была неплохая перезимовка. Много роз у меня перезимовали. И так сейчас тронулись. И, в принципе, даже догнали тех, которые я подкупаю. Но я каждый год подкупаю 30-40 роз, 20 роз, в зависимости, как у меня перезимовали сорта. У нас привозят розы с Барнаула, с Новосибирска. Вот я уже несколько лет беру барнаульские розы. Мне кажется, они как-то поустойчивее к зимовке. Они будут зимовать хорошо, если, например, осенью у нас не будет минусов. А у нас может быть в сентябре выпасть небольшой снежок, потом растаять. И в октябре могут быть минуса до минус 15, ночью минус 20, а снега нету. И вот в этот момент, конечно, розы очень подвержены вымерзанию. По весне вот такая же может быть картина. У нас в марте может быть потепление, в апреле может быть потепление, а потом могут ударить морозы до минус 15. Поэтому вот их надо все время с ними вот так вот лелеяться. Но, конечно, они благодарят тебя красотой цветения, конечно. Сейчас у меня розы начали цвести. Первые вот белые, хотя они были как бы бело-желтые. Что-то желтенькое есть у них, когда они были в закрытом виде. Вот красные розы на подходе, и еще тут розовые. Вот как бы в бутонах все хорошо. Самое интересное цветение это будет июль, август. Очень хорошо. В этом году я хочу, конечно, розы попытаться сохранить, потому что настолько они красивые в августе, настолько они уже становятся высокими, прекрасными. Если попадаются розы с ароматом, это просто восхитительно. Теперь, как я ухаживаю за розами в течение лета? Я покупаю розу, которая сантиметров 5, 7, 10 уже, как сказать, зеленая. Начинаю высаживать розы я во второй половине мая, когда у нас уже установится температура без заморозков.
Смотрю прогнозы, выкапываю ямку, в ямку бросаю золы немножко, перегной немножко, комплексного удобрения немножко, хорошо проливаю, ставлю туда стаканчик, розы покупаю всегда с закрытой корневой системой, все присыпаю земелькой, и как бы вот они вот так у меня растут. Пока присыпаю, ставлю сюда брызгалку, они хорошо поливаются. При посадке я всегда смотрю розы. Бывает, что слепыши. То есть роза не заканчивает веточку бутоном. Тогда я ее прищипываю, чтобы она дала боковые побеги, на которых уже будут сформированы бутоны. Все лето я подкармливаю розы. В июне месяце я могу подкармливать биогумусом, настоем, каким-то органоминеральным удобрением, например, 20-20-20 с такой формулой. То есть для того, чтобы розы как бы сделали разгон. Обязательно смотрю и профилактически обрабатываю розы от тли, паутинного клеща, ну, от всяких вот таких бюкарашек. Обрабатываю фитовермом по инструкции. Начиная уже со второй половины июля я убираю азотные удобрения полностью, никакой там органики, а только комплексные удобрения. Это фосфорно-калийные, просто зола. У меня вон бачок стоит, там зола. Высыпан бачок, залит водой и отстаивается. И я периодически просто поливаю литр вот этого настоя зольного на ведро, на лейку и проливаю. Как бы вот такой уход. Ну, осенью планирую все-таки сделать какие-то укрытия. Пускай не на весь этот треугольник, потому что, ну, много. Выберу какие-нибудь интересные самые розы, которые хочу сохранить, и постараюсь их укрыть. У меня подруга, она выкапывает розы, опускает их в подвал, она живет в своем доме, они сохраняются. Все прекрасно, кусты красивые, большие, шикарные. Это вариант, пожалуйста. Ну, мне он не подходит. Мы не живем на даче круглый год. Мы живем полгода, начиная с мая, ну, с апреля по октябрь. Вот. И перевозить не наш вариант. Я пробовала розы делать черенкование, у меня не получилось. Так что мой один вариант вот такой. Я покупаю каждую весну, докупаю несколько десятков роз, в зависимости какой у меня выпад. Сохраняю их, сажаю, и все начинается заново. Насколько мне хватит, так сказать, моего желания, и терпения, и денег, чтобы делать это каждый раз. Но роза – это благодатный цветок, он очень красивый. В принципе, малоуходный. Его не надо там как-то формировать, не знаю. Мне очень нравятся розы, я никаких с ними сложностей не вижу. Так что даже в Сибири, в районе, приравненному к крайнему северу, как город Братск, мы можем позволить себе такую роскошь. Любоваться розарием, выращивать розы, наслаждаться их красотой. Всем хороших посадок и красоты!